Да, как в свое время сказал исследователь Советского Союза, один американский, что Россия проклята своей географией. Но это не только внешний взгляд на происходящее на нашей территории, но и внутренний такой посыл политический, потому что многие так называемые ура-патриоты считают, что национальные республики виноваты во всех российских бедах. И, значит, там часто приходится слышать такие мнения, что вот давайте ликвидируем национальные республики, и уж тогда заживем в Эльдорадо, уж тогда заживем в небесной обители, как у блаженного Августина в небесном Иерусалиме. И такие разговоры не только на обывательском уровне, но и на весьма значимом политическом, начиная от Жириновского, заканчивая всевозможными более, скажем так, кажущимися серьезными политиками типа Петра Толстого, который является вице-спикером, кстати, Госдумы, так же, как и Жириновский, и заканчивая широкой экспертной средой, для которой уже и считается и является вполне нормальным тот факт, что взять и обвинить республики, взять и, скажем, ущемить национальные права, это вполне нормальное дело. То есть это риторика уже является такой официозной, такой вот, вставленной в очень серьезный государственнический паттерн. И вот мы с вами были свидетелями того, как буквально год назад состоялось известное голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, где там некоторые важные тезисы усилили, скажем так, унитаристский аспект и введение, значит, государственно образующего народа, нации, русского, также усиливает этот компонент в риторике государственной, официальной, легистской риторики. И хотя страна и называется Российская Федерация, но по сути говоря, это жесткий, вертикальный, унитаристский формат взаимоотношений, где у регионов, у территорий практически нет никаких полномочий. И если они есть формальные, то за ними ничего не стоит реального. То есть они не наполнены практическим материальным содержанием. Я и говорю про межбюджетный федерализм, про политический федерализм. Даже на юридическом уровне все очень сложно, все очень печально, потому что Москва забрала все полномочия, все функции, не оставив регионам практически ничего. И в этом смысле Москва действительно просто пылесосом забирает не только полномочия, но и финансы. Свыше 80% финансовых ресурсов, возможностей аккумулируется сегодня в Москве. Так вот, с недавнего времени стали активно циркулировать и пробрасывать такие идеи, что надо бы поменять статус государственных языков и республик на некий другой, официальный там, или еще какой-нибудь. Находят всевозможные юридические нюансы для того, чтобы вот именно государственный статус языков республик забрать, убрать, вычленить, затереть, обесточить. Для чего это происходит? Фактически у республик из реальных, скажем так, символов остались только наименования государственных языков. И мы помним, как в 2017 году по ним был нанесен существенный удар, когда Владимир Путин на одном из заседаний Совета по межнациональным делам в Йошкар-Оле сказал, что негоже преподавать в обязательном порядке родные языки в республиках национальных. И тем самым был запущен этот механизм, который фактически срезал возможность преподавания национальных языков у республик. И это так очень серьезно пошатнуло возможность сохранения и уж тем более
развития национальных культур, национальных языков, потому что кто-то в Москве посчитал, что национальные языки являются угрозой безопасности страны. Очень интересно получается, если уж мы говорим о величии России, и как многие говорят, что Россия никогда никому не проигрывала, то очень смешно получается, как сказал Фандас Сафиуллин, это известный политик, военный в отставке, депутат Госдумы, Государственного совета Республики Татарстан. Что же за держава такая сильная, которой угрожает собственные национальные языки? Что же за сила такая кроется в этих языках, что она может поколебать незыблемость и силу большой державы? Видимо, это просто какие-то бессознательные комплексы, страхи людей, которые проецируют это на огромные пласты культуры, языки, которые являются достоянием, как те же чиновники постоянно глаголят об этом. Так вот, некий господин Бондаренко, который является экспертом при Министерстве просвещения Российской Федерации, предложил вот эту идею. Она на самом деле является лишь пробным шаром для того, чтобы, поменяв статус государственных языков, отказаться от него. А следующий шаг будет отказ от, собственно говоря, политического статуса республик, потому что скажут, раз у вас нет никаких полномочий, раз нету, собственно говоря, никаких различий, раз нету языков, которые, даже если мы берем известных философов и мыслителей античности, 20 века, та же Ханна Аренд говорила, что язык является системой политической коммуникации, то есть язык формирует политическую систему, такую внутреннюю, да? Она формирует язык политического говорения, речевания. И, конечно, изъятие языка означает изъятие политического аспекта, политической сущности из содержания республик, потому что сама понятие республики, она тоже сильно вымыта, сильно, обессмысленно, потому как республика, респабликс, это общее дело. А древнеперсидское значение рес – это рай, то есть рай, богатство, рай, то есть некое процветание. И в этом смысле республика является действительно делом общим, то есть делом людей, которые участвуют, которые живут в ней. И как считал тот же греческий политик великий Перикл, афинский деятель, что полис, по сути говоря, то, что потом у римлян стало республиком, полис – это момент, в котором человек ощущает себя политическим субъектом, потому что его вклад в дело полисное, в политическое, оно формирует пространство политического взаимодействия. Это очень сложная конструкция, но, по сути говоря, те люди, которые замысливают деконструкцию республик, они все это прекрасно понимают. Они знают, что язык очень серьезно и очень четко привязан к самому принципу республики. Поэтому я считаю, не только я, но и другие люди, которые понимают и знают больше меня, что попытка сменить статус языков с государственного в республике на какой-то другой, на национальный, это шаг к демонтажу национальных республик, по сути говоря, к пересмотру административно-территориального устройства России, а это уже, я считаю, замах на основы вообще России, на ее такой государственный статус, и поэтому те люди, которые играют с этим огнем, могут очень сильно обжечься. И, конечно, нужно быть очень внимательным на такие провокации и по возможности отвечать очень четко, с большими серьезными доводами, дабы не было так, что нас обокрали в моменте, когда мы считали звезды в ночном небе.